Привет, мальчишки и девчонки, а также их родители. Это программа «Бергара Пиряник», программа, в которой мы с вами учим слова на татарском языке. Давайте знакомиться с участниками сегодняшней игры. В первой команде у нас Салахова Асель и ее брат Азат. Ребята, привет! Привет! Во второй команде у нас Рамина Хамидуллина и ее мама Рузиля. Здравствуйте! Привет! Очень здорово, что вы нас видите и слышите. Давайте познакомимся с нашими героинями поближе. Асель очень старательная и ответственная девчонка. Всегда достигает поставленной цели своим трудолюбием, активно принимает участие в конкурсах, республиканских олимпиадах и занимает призовые места. Занимается спортом, а именно плаванием. Но основное ее увлечение – это вокал и конферанс. Асель, скажи, пожалуйста, чем занимаешься дома? Вокалом, дуэтом, вокалом и конферансом. Ну а по плаванию скучаешь? Очень скучаю. А как давно плаванием занимаешься? С 3 лет. Ого! А каким стилем больше нравится плавать? И какие успехи уже есть? Очень. Каким? На спине. На спине плаваешь. Укрепляет спину, очень полезно, но я тебе рекомендую еще несколько стилей освоить, тогда ты точно будешь себя чувствовать как рыба в воде. А кем мечтаешь стать в будущем? Я мечтаю стать певицей. Певицей? А давайте спросим у Азата. Азат, а вот Асель какие песни любит петь? Много разных на самом деле, но для меня самой запоминающейся ее песни это Tell Me Why, которую она исполняла на моей памяти. Причем это, наверное, одна из тех песен, которая меня вот в ее исполнении до сих пор мне нравится. Ну, а какая Асель сестренка? Опиши ее. Асель какая сестренка, ну, мы с ней постоянно ругаемся на самом деле. Постоянно что-то делим между собой. То есть, но я ее очень сильно люблю, это моя душа. Это на самом деле очень здорово и очень прекрасно. Давайте знакомиться со второй героиней. Ее зовут Рамина, она очень самостоятельная девчонка. С 3 лет занимается фигурным катанием. Участвует в вокальных конкурсах, является многократным лауреатом международных конкурсов и принимает участие в различных олимпиадах. Любит рисовать и готовить вкусняшки близким. Рамина, привет! Здравствуйте. А какие вкусняшки любишь готовить? Ну, вообще, люблю торты готовить. С мамой люблю блинчики, сырники готовить. А блинчики с чем? С бананом, с фруктами или обычные. Как вкусно. Так, договариваемся, что после съемок ты готовишь блинчики и везешь к нам. Все, отлично, договорились. Рузиля, скажите, пожалуйста, не сложно ли водить ребенка заниматься спортом с 3 лет? Это же все равно намного труднее, чем ребенок бы ходил заниматься спортом с более позднего возраста. Ну, вы знаете, мы, наверное, привыкли к этому режиму. 5 раз в неделю тренировки, и ты уже себя настраиваешь на это. Иногда в 6 утра, иногда в обед. И как по расписанию, как по часам ты едешь, все это делаешь. Нет, не сложно. Ну, то есть уже выработался какой-то режим дня, да, определенный? Конечно, человек ко всему привыкает. Отлично. У меня есть еще одна очень классная информация, как про Асель, так и про Рамину. В 2019 году девчонки изъявили желание создать дуэт «Ох и Ах», где Асель под псевдонимом Ох, а Рамина под псевдонимом Ах. И первое их выступление было на фестивале «Созвездие Йылдызлык 2019», где они покорили жюри своей непосредственностью, артистизмом, естественностью и заняли 3-е место в республике. Между прочим, девочки после конкурса, точнее их после конкурса стали приглашать вести мероприятия, а после возникло желание петь дуэтом, а еще они вместе играют в КВН, в юниор-лиге в составе команды «Бубльгум», а в лиге «Молодая Казань» в команде «Фреш». Мы познакомились с нашими героями, давайте начинать нашу программу. Сегодня будем говорить о швейных принадлежностях. В эфире первый тур программы «Бергара Пиряник». Напомню его правила. Мы записали рассуждения детей, которые говорят о различных предметах, вещах, связанных с нашей темой. Напомню, сегодня мы говорим о швейных принадлежностях. Вопросы мы задаем поочередно каждой команде. За каждый правильный ответ команда получает 1 балл. Начнем, я думаю, мы с Асель и Азата. Вы готовы? Да. Итак, первый вопрос для вас. Смотрим и слушаем.
Она такая тоненькая, как ленточка. Она бывает серой, белой, черной, красной, фиолетовой, розовой. Она бывает разных цветов. Очень длинная. Если ты отрезаешь ее, то ты отрезаешь либо ее длинную, либо короткую, как тебе надо. Это такая вещь, которую шьют. Она зашивает ткань, и она продевается через иголку. Это длинная вещь, которую мы зашиваем дырки или шьем что-нибудь. Это такая вещь, которой зашивают разную ткань. Это вот такая лента, которая выкручивается. Итак, Асель, Азат, как вы думаете, что это? Это нитка. Уверена? Да. Я тебя поздравляю, Азат, тебя тоже поздравляю. Это правильный ответ. Спасибо. Молодцы, 1 балл в вашу команду. Нитка по-татарски «жеп». Продолжаем мы «Жеп». с Раминой и Рузелей. Следующий вопрос для вас. Смотрим и слушаем. Она бывает длинной, короткой, разного цвета. И мы ей упаковываем подарки. Там коробки упаковываем, чтобы они не открылись. Это такая штука, которая, она так как нитка, только потолще. Есть такая атласная. Бывает толстых, бывает средних, бывает как нитки даже. Еще раньше ее вплетали в волосы. Завязывают или дом, или подарок. Это такая штука, которая состоит из ниток. Она толще, чем нитки, и ей обычно перевязывают подарки. С размером вот такой толщины. Итак, Рамина, Рузеля, как вы думаете, что это? Я думаю, подарочная лента. Ты как Лента, думаешь, Лена? лента, да, лента. Уверены? Лента. Да, она сделана из ниток, лента. Молодцы, это правильный ответ. Я вас поздравляю. 1 балл в вашу команду. Лента по-татарски «тосма». Продолжаем мы с Аселей и Азатом. Это вещь, которая бывает на рубашках, на всяких вязаных куртках. Она надежное крепление и украшение для одежды. Это вот такой кружочек с дырочками. Есть отверстие, как в замке, а еще у нее крышка. Итак, Асель, Азат, что это? Мы на 100% уверены, что это пуговица. Пуговица. Да. Как определить, мужская одежда или женская с помощью пуговицы? Я без понятия. На самом деле мужскую одежду от женской можно отличить с помощью пуговиц. У одних пуговицы находятся с левой стороны, а у других с правой. Вот такой лайфхак тоже вам как бесплатный совет. И 1 балл тоже я вам дарю. Это правильный ответ. Молодцы. Пуговица по-татарски «тымя». Продолжаем мы с Раминой Рузелей. Она бывает хлопчатной, атласной и бархатной. Это такая бумага, из которой шьют. И для этого еще понадобятся пуговички, иголка, нитка. Мы с помощью этого можем сшить платье, какие-нибудь джинсы. Что это за вещь, из которой можно все сделать? Мама, это ткань, это ткань. Это ткань. А мама согласна, что это ткань? Да. Ну тогда я принимаю шить джинсы. ваш ответ и говорю вам, что он правильный. Молодцы, это ткань тукма. 1 балл вашей команде. На очереди 5-й вопрос первого тура. Его мы задаем 2 командам. А вот какая команда будет отвечать, выберет наш компьютер. Поэтому, уважаемые команды, слушайте вопрос внимательно, потому что именно вы, возможно, будете на него отвечать. Смотрим. Бывают даже такие, которые могут перерезать металл, если он тонкий. Есть для волос специальная и чтобы резать ногти там, подстригать. Вот сначала железки поставим, а потом уже сами ручки. И получается... Ой! Итак, уважаемый компьютер, пожалуйста, выбери команду, которая будет отвечать на этот вопрос. Компьютер выбрал команду Рамины, поэтому, Рамина,
Что же это было? Это ножницы. Ножницы, точно? Да. Это правильный ответ. Ножницы по-татарски коще. Я поздравляю вас. А я загадку помню с детства. Какая? Да, Какая? какая? 2 кольца, 2 конца, посередине гвоздик. Да, именно эта загадка помнится нам всем из детства. Загадка про ножницы. Уважаемые команды, пора подводить итоги первого тура. С отрывом в 1 балл у нас пока впереди Рамина и Рузеля. Асель, Азат, не расстраивайтесь, потому что мы переходим во второй тур нашей программы. В эфире второй тур нашей программы. Давайте вспомним слова, которые мы выучили. Итак, Асель, как будет по-татарски нитка? Жеп. Жеп, хорошо. Рамина, тебе слово лента. Тасма. Тасма, дрес. Асель, Азат, вам слово пуговица. Имя. Тиме, нехшулай. Рамина, Рузеля, вам досталось слово ткань. Куркума. Куркума. Тухма, именно так. И, Асель, Азат, вам слово ножницы. Пайша. Каще, дрес. Уважаемые команды, прямо сейчас вы увидите картинки. Они будут располагаться по цифрами от 1 до 9. Ваша задача запомнить, где какая картинка находится. У вас на это будет 15 секунд. А после этого я буду задавать вопросы. Итак, время вышло, пора задавать вопросы нашим командам. На этот раз начнем с Рамины и Рузели. Итак, Рамина, Рузеля, где находятся ножницы? Под каким номером? 3 Так, под номером и... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3 7. и 7. Давайте одну цифру выберем. 3. 3. Я принимаю этот вариант ответа. Очень надеюсь, чтобы он был правильный. Но давайте проверим и откроем цифру 3. Там находятся ножницы. Молодцы, это правильный ответ. 1 балл вашей команды. Мы продолжаем. Асель, Азат, где находится лента? Тасма. Под каким номером? Лента находится под номером 8. Под номером 8. Уверены? Да. Лента Тасма находится под номером 8. Я принимаю этот вариант ответа. Давайте откроем ячейку номер 8. Это правильный ответ. Переходим к следующей команде. Рамина, Рузеля, уважаемая команда. Где находится пуговица? Тиме. Пуговица. Кажется, 9. 9. 9. Цифра номер 9. Я принимаю этот вариант ответа. Уважаемый компьютер, откройте, пожалуйста, нам цифру номер 9. Это правильный ответ. Молодцы. Пуговица Тиме находится именно там. Итак, 4-й вопрос мы задаем Асель и Азату. Итак, Асель, Азат, где находится ткань тухма? 5. Я принимаю вариант ответа. Давайте узнаем правильный и откроем цифру 5. Там находится ткань. Молодцы. 1 балл вашей команде. На очереди 5-й вопрос. Его я задам обеим командам, но отвечать будет тот, кого выберет наш компьютер. Итак, уважаемые команды, вам нужно будет найти цифру, под которой находится нитка. Жеп, уважаемый компьютер, выберите, пожалуйста, команду, которая будет отвечать. Компьютер выбрал команду Асель и Азат. Уважаемая команда, где находится нитка? Жеп. 6. 6? Ты- Уверены? Цифра 6. Открываем цифру 6, проверяем. Молодцы, правильный ответ. 1 балл вашей команде. Ура! Итак, уважаемые зрители, уважаемые команды, пора подвести итоги второго тура. В этом туре
По итогам, точнее, 2 туров у нас ничья, уважаемые команды, я вас поздравляю. А это значит, что все самое интересное нас ждет в 3-м туре программы «Бергаля Пирамид». В 3-м туре мы приготовили для наших команд ребусы. Для каждой команды будет свой ребус. На экране появятся 3 картинки, которых связывает одно слово, конечно, из тех, которые мы выучили. Ваша задача не просто назвать ответ, но и объяснить, как каждая картинка с этим словом связана. Начнем мы с Асель и Азата. Итак, давайте посмотрим, какой ребус приготовил для вас наш компьютер. Итак, Асель и Азат, что мы видим на этих картинках? Давайте сначала разберемся с этим. На верхней картинке. Девочка плачущая. Ну, не видимо. обязательно плачущая, она просто трет глаза. Так, девочка. Ага, дальше. Снизу слева. Выпускники Выпускники и и знак финиша. знак финиша. Давайте сейчас попробуем узнать, какое слово объединяет все 3 картинки. Лента. Почему? Давайте, объясняйте. Ну, потому что у выпускников лента. Угу. А у девочки на косе лента. Когда финишную черту мы перебегаем, то что Да. мы сносим? Точнее, что мы разрываем? Ленту. Ленту. Я принимаю этот вариант ответа и могу вас поздравить, потому что это правильный ответ. Молодцы! Вот такой сложный достаточно, но очень интересный ребус вам удалось разгадать. Это лента. Переходим ко второй команде. Рамина, Рузеля. Если вы готовы, то следующий ребус для вас. Итак, Рамина, Рузеля, давайте попробуем узнать, что, во-первых, нарисовано. Я думаю, что все понятно. Что мы видим? Пальто. Пальто. Нитки с иголками Мгм. и дырку. Дырку. Итак, какое слово объединяет все 3 картинки? Так. Ну, на пальто есть пуговицы. Мам, смотри. Иголку с ниткой. Иголку с ниткой тоже используем для зашивания пуговиц. И дырка это для пуговиц, наверное. Я не знаю, но... Пуговицы? Точно? Нет, подожди. Нет, Я подождите. думаю, Нет, да. нет, давайте, рассуждайте. Есть. Подожди. Пуговицы. Нитки. Пуговицы. Да. Пуговицы. Да, уверена. Пуговицы? Да. Я принимаю этот вариант ответа. Итак, уважаемая команда, я вас поздравляю, потому что это правильный ответ. Молодцы, это действительно пуговица, это имя. Итак, все ребусы разгаданы, все слова изучены. Это значит, что пора подвести итог нашей игры. И сегодня в нашей игре побеждает дружба. Я вас поздравляю, большие молодцы, обе команды. Если вы пропустили наши выпуски, то подписывайтесь на YouTube-канал Шаян ТВ. И именно там вы можете посмотреть повторы наших программ. Ну а на сегодня, уважаемые телезрители, нам пора прощаться. Телерне Ирянегес, Туган Тельне Беркашанда. Унутмагыз, до скорых встреч. Шрошханга хатле. Сау булыгыз. Сау болыңыз. Всем пока. Сау болыңыз. Пока-пока. Е-е-е. Спасибо большое. Спасибо. Пока. Всем пока. До свидания, до свидания. Ух.